И как бы ни был мал народ, не так легко его истребить, несмотря на то, что у врага есть все средства для уничтожения. Мы сумели за это время доказать, что мы можем защищать свою землю. Имя, которое известно каждому жителю нашей страны и не только. С именем Владислава Григорьевича Арцинба неразрывно связана история современной Абхазии. 14 мая, в день рождения первого президента республики, у его мемориала в селе Нижняя Шера всегда многолюдно. Люди разных поколений, взрослые и дети, все пришли с одной целью – почтить память великого человека, отдавшего жизнь во благо народа Абхазии. В большую политику Владислав Арцинба пришел в конце 80-х годов на волне заметного подъема национально-освободительного движения в Абхазии. В 1990 году Арцинба избирается председателем Верховного Совета Абхазской ССР. Новый лидер стал проводником курса, направленного на реализацию неотъемлемого права народа Абхазии на самоопределение. А 25 августа 1990 года на сессии Верховного Совета была принята декларация, в соответствии с которой Абхазия провозглашалась суверенным государством. Тбилиси объявил ее недействительной и не имеющей юридической силы. Вскоре после этого, 14 августа 1992 года, Грузия развязала войну против Абхазии. Сколько бы лет ни прошло, наш народ будет помнить об этом человеке и передавать светлую память о нем и его деяниях будущим поколениям. Наша школа в этом году была удостоена того, что она получила, будет носить почетное имя Владислава Григорьевича Арцинба. Конечно же, мы на уроках истории, и не только на уроках истории, и на других уроках пытаемся и говорим, и воспитываем патриотизм в наших детях, любовь к первому президенту, чтобы наши дети знали, что он был не просто президентом Абхазии, а он был именно тем человеком, который принес нам независимость. Буквально вот несколько дней назад нам вручили его рукописи. И у нас в школе планируется музей, небольшой кабинет, в котором будут и также его фотографии, вещи, которые принадлежали лично ему. 22 мая планируется открытие музея. Страна помнит героизм и самоотвагу первого президента. Несмотря ни на что, он вдохновлял и привел народ к победе. Из года в год неустанно к мемориалу памяти в Ишере приходит большое количество людей. Это человек, которого нам Всевышний подарил в самый нужный, ответственный момент. Это не есть лично мое субъективное мнение, это факт, о котором уже много лет мы все это говорим, и при жизни, и после его ухода от нас. Вот, пока есть Абхазия, живо его имя, его память. Поэтому каждый год сюда приходят люди, и это все, видите, как это люди, их никто сюда не приглашает, не собирает, они приходят сами. Рубу булует, как у нас говорят. Вот, и роль Владислава, она неоценима, ее переоценить невозможно. Это народный лидер, он был не просто президент, он был лидер своего народа, причем который не только живет в Абхазии, а во всем мире. Все его признали. Время неумолимо движется вперед, оставляя все дальше и дальше годы при руководстве первого президента Абхазии. Владислав Арцинба покинул этот мир слишком рано, и от осознания этого еще больней. Смотря на лица людей, ежегодно приходящих к мемориалу в Нижней Шере, на их вдумчивые лица и глаза, наполненные грустью и тоской, отчетливо понимаешь, его будут помнить всегда. И сегодняшний день важен для чего? Не только прийти, еще очередной раз обнять семью, посочувствовать и поздравить их с таким днем. Это не есть печальный день, это мы должны радоваться. Вот. Но это день, когда молодежь должна видеть, почему люди приходят, и задавать себе вопрос, почему каждый год в этот день люди сюда приходят. И чтобы они знали свою историю, и, как я уже сказал, как они знают свое имя, фамилию и знают свой день рождения, должны знать и этот день, 14 мая. Он был историком, филологом, специалистом по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, в частности хаттов и хеттов, доктором исторических наук, профессором, академиком Академии наук Абхазии, Адыгской международной АН, героем Абхазии и кавалером ордена Ахиц-Апша первой степени. В этот день чувствуется тоска.
Но вместе с этим в сердцах людей теплится воодушевление, твердое осознание. Пока живет Абхазия и ее народ, Владислав Арзенба тоже жив. Там наверху, откуда нет пути назад, он все еще наблюдает за нами, оберегает, как самый родной человек. Родной человек всей страны и каждого ее жителя. Аэлита Арутюнян, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.